еле-еле поступил, родителей в кредит вогнал, машину они свою Паджеро продали благополучно, и квартиру в Гагре тоже. Возврат средств не предусмотрен. Мама, привет. Майнинг уничтожил нашу энергетику, а он должен был ее воскресить. Иногда он себе противоречит. Тренд такой, что все идет в плохую сторону. Просто любое наше правительство, оно не может мыслить в масштабах свыше 2 недель. Заявление, серьезное заявление. Да, я понимаю, то что есть это серьезное заявление. Кто-то скажет, что этот молодой человек нас оскорбляет. Какие у тебя на это основания? Я никого не оскорбляю. В этой профессии ты себя нашел? Нашел? Лампа в лицо. Нашел ты себя? Полотенце мокрое на лицо. Нет, ты не используешь смотри. такие методы, пока не. А надо бы. Всем привет! В эфире вновь женский подкаст. И с вами в студии я, Асида Мали и Арда Джапу, а наш гость Умар Тарба. Я забыла, как тебя представить. Здрасте. Умар, попробуй себя сам представить. Просто мы обсуждали это очень долго, и вот все-таки да, ты сам попробуй. Окей, ну, вкратце, чем я сейчас занимаюсь, это продакт-менеджер. То есть я запускаю стартапы, руковожу 2 продуктами в стартап-студии Foundarium. И, ну, вкратце это вот так. Foundarium это, то есть в Москве ты работаешь, правильно? Да, ну я на удаленке, так как здесь нахожусь сейчас. Вот. Это стартап-студия, то есть ребята запускают либо свои стартапы, какие-то продукты, либо к ним приходят на инвестирование, там, сторонние какие-то разработчики, команды и так далее. То есть, такая вот. И все-таки мы хотим сказать, что мы тебя позиционируем как специалиста в IT-технологиях. Ну, то есть, да? Все правильно? Ну, давайте так. Окей. Как программиста тоже, потому что ты учился все-таки на программиста и даже преподавал какой-то период. А как давно ты находишься в компании, в стартап-компании, и были ли у тебя, вернее, мы знаем, что у тебя были собственные идеи в стартап-компании. Да. И, как расскажи просто про свой опыт в стартапе. Как это происходило? Ну, изначально вообще в Foundarium я попал, придя получить инвестирование под собственный стартап. Вот, но он был довольно-таки в сыром таком состоянии находился, то есть не было ни прототипа, ни какой-либо там дорожной карты уже сформированной, да. Вот, мне сказали, чувак, у тебя довольно сыро, все, мы в такое не вкладываем. И, а по финансам сколько примерно нужно было вкладывать в твой проект? Я не хочу об этом. Ну, то есть это не... это секрет. Все. Ну, это просто не имеет никакого смысла и значения. То есть, ну, некоторые стартапы приходят, там просят, скажем, 200 тысяч рублей. Некоторые стартапы приходят, говорят, $20 миллионов нам надо. И там расписано все уже наперед, там и маркетинговый бюджет сумасшедший. То есть это от стартапа к стартапу очень разнится. Вот, я пришел, мне сказали, ты слишком рано пришел, мы тебе можем дать работу. Будешь запускать стартапы, которые у нас в стартап-студии уже есть. Вот, и дали мне сначала один продукт, потом там прошло около полумесяца, месяца разработки, мне дали второй продукт, и вот 2 продукта. Я думаю, будет правильно, если мы попросим Умара немножко рассказать вообще, что такое стартап-компания, вот, в которой ты работаешь, чем они занимаются и какие проекты получаются, а потом в итоге на выходе. Вот что это, чтобы зрители понимали, о чем мы говорим. Что такое стартап, я думаю, понятно. Это... Ну, ладно, непонятно, расскажи. Давай это тоже расскажем. Ну, окей, смотри, стартап – это, в принципе, любая стадия бизнеса, когда бизнес-модель не доказана и ценность не доказана. То есть это проверка рынка на готовность для этого решения. То есть если
тот же Facebook, например, выпустили бы не в тот год, в который он был выпущен, а на 5 лет раньше, возможно, он бы не запустился, потому что рынок не был готов. Там какие-то факторы сработали, что не у всех есть интернет далеко и так далее и тому подобное. То есть стартап – это проверка рынка на готовность, доказательства жизнеспособности идеи. Привлечение инвесторов для реализации как идей. любой бизнес, ты никакой бизнес не построишь без инвестиций. Да, важно отметить, что это бизнес, который связан с IT-технологиями, да. Не всегда. Окей. Хорошо. Просто само, определение слова стартап, оно подходит и под любой другой, потому что сейчас без технологий вообще ничего в принципе не запускается. То есть в той или иной степени технологии проникают в любые сферы жизнедеятельности человека. То есть бизнес без технологий уже не бизнес. В этом плане, да. Вот ты сейчас говорил про Facebook, и хочется поговорить о том, что сейчас происходит. Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации. В связи с этим происходят изменения в том плане, что у нас в Абхазии пока все остается так же, но в России с этим там проблема. Беда. Проблема, потому что, во-первых, пользователи, во-вторых, блогеры, которые зарабатывали на этом, и огромное количество людей, специалистов, которые работали, обслуживали бизнесы, которые были выстроены в Инстаграме и в Фейсбуке. Это, если говорить о них, это узкоспециализированные специальности, такие СММщики, таргетологи, без конца можно продолжать. Что делать этим людям сегодня, ведь они фактически остались без работы? Вот как ты видишь эту ситуацию? Как она будет дальше развиваться? Он комплексный вопрос. Давай разобьем его тогда на составляющие. Первое – это те, кто пользовались площадками для своего бизнеса. Блогеры, либо предприниматели, у которых онлайн-магазины там в Инстаграме и так далее. Что им делать? В принципе, как и вторым, им надо либо адаптироваться под новые реалии, либо переезжать. Это два основных пути. По поводу адаптироваться. Адаптироваться придется под другие площадки, соответственно, так как навряд ли в ближайшем будущем эти решения будут отменены. Да? И надеяться на вот это, и сидеть сложа руки, не совсем в духе предпринимательского мышления. И поэтому им придется адаптироваться. То есть, если мы говорим про Инстаграм, да, он заблокирован. И причем это не только для людей в России беда, это еще и для наших местных предпринимателей беда, потому что у некоторых контент такой, который ориентирован на российскую аудиторию. На туризм, например, там всякие прикольчики и так далее, какой-нибудь туризм, то же самое. То есть там большой пласт аудитории как раз в России находится. И, соответственно, до свидания. Там, как минимум какой-то большой процент у тебя просто отпадает. От этого что теряется? Теряется, во-первых, монетизация всего этого продукта, который ты продаешь. Аудитория, да. То есть те же самые интеграции у тебя дешевле начинают стоить, просто потому что у тебя отвалилось огромное количество аудитории. И ты страдаешь от этого. Что тебе делать? В данный момент никаких аналогов нету того же Инстаграма. Росграм. Да, есть вот эти слухи. Это все сложно. Это слухи пока что. Я надеюсь, что это слухи, потому что... Почему слухи? Мы читали, например, в телеграм-канале я читала, что презентация прошла неуспешно, потому что там уже данные слились, что очень все плохо. Что это, разве слухи? Про Росграм. Мне приходила ссылка, сообщение пришло о том, что одну из первых вам придет ссылка на Росграм. Что это, слухи? Я не видел продукта конечного, на котором можно зарегистрироваться, зайти, и что все это он. Соответственно, слухи, правильно? Хорошо, смотри, ты говоришь про то, что надо интегрировать в другие соцсети, да?
подстраиваться. Ну, тогда... Не, я не говорю, что надо, я просто говорю, какие как варианты, какие варианты приходят на ум, когда мы задаемся вопросом, что им делать. То есть, либо они переформатируются под те площадки, которые остались, правильно, тоже вариант, потому что если позволяет твой контент, если у тебя просто видосики, ты можешь, в принципе, на YouTube, на TikTok пойти. Вот, ну, монетизация убрана на YouTube, насколько я помню. Монетизацию всем отключили. С другой стороны, никто не пользовался этой монетизацией, потому что она приносит сущие копейки. Если ты меньше 1 миллиона просмотров на каждом видео зарабатываешь, вообще практически ничего не приносит. Там какие-то десятки долларов. Понимаешь? Если у тебя миллионные просмотры, в общем, встроенная монетизация... пока ничего не потерял. Да, наш подкаст тоже выходит на YouTube. На Но дело в том, что наши зрители в основном местные, поэтому я думаю, на нас не скажется никак. И вообще, кстати, да, у меня вот такой вопрос. С учетом того, что у нас вот какая-то аудитория от абхазских пользователей, да, которые каким-то образом развивают свой Инстаграм, ну, грубо говоря, отваливается какая-то часть, которая, скажем так, мешала развитию вот именно абхазского контента в абхазском Инстаграме, скажем так. Да, вот у многих наших коллег и у нашего оператора, у Паты, на видео Reels просмотры вообще взлетели. Ну, понятно, что Reels сами по себе красивые, они у него были до того красивые. Но как-то, может быть, эта ситуация повлияла? Есть позитивно? Такое? Да, на нас именно. То, что, например, блогеров уже нет. То есть в нашей ленте, например... В смысле блогеров? Я имею в Они виду, что вымерли. теперь... Ну, в Инстаграме их нет. Господи, Я Инстаграма нет. понимаю, что она имеет в виду. Застрелились. Умар, Нет, знаешь, нет. что она... Я понял твой вопрос. Прикалывается. Не, я прикалываюсь, само собой. Очевидно. Смотри, нет. Позитивно, мне сложно придумать, как это может позитивно сработать, когда в соцсети меньше людей стало. Тем более меньше людей, которые разговаривают на твоем языке. Исключительно меньше вот этих людей, не которые разговаривают на других языках. Это не может позитивно Ну, в Абхазии это отразиться. Инстаграм работает. Да. Ну Умар. вот. Умар, Ну что? смотри. Ну так нет тех блогеров, которые занимали больше нашего внимания, понимаешь? Вот они уже ушли, их нет в ленте. И нам уже выходит больше наших местных. Асида, ты хочешь Вот я вот это сказать... хочу. Я понял, Абхазский ты имеешь в виду, пользователь. конкуренция стала слабее. То есть, ну, ушли да, вот эти если можно так мастодонты, сказать. которые на себя основную часть внимания абхазской же тоже аудитории на себя переманивали. Да. Возможно, такую логику можно провести, но я не думаю, что это сильно как-то сыграет хоть на чем-то. Потому что, ну, во-первых, блогеры, у которых крупная аудитория, а наши в основном на таких подписаны, Да. они найдут способ обхода. То есть, как минимум, они включат VPN и будут выкладывать, как и раньше выкладывали. Понимаешь? VPN тоже же блокируют некоторые. Вот что с этим делать? Да нет, какие, ну, блокируют, да, какие-то, может, бесплатные там, извините, далеко не совершенные VPN, да, они могут блокировать. То есть важно, Но я чтобы такого, были платные. я такого не VPN. слышал, честно говоря. Да. Прям конкретно. Вот этот VPN заблокировал, и чтобы я его знал, Ну, инфа такого я есть не такая. видел. Ну, возможно, да. Все можно заблокировать. Мгм. Все. Но некоторые вещи очень сложно заблокировать, особенно в России. Тому есть тоже ряд причин. Если хотите, потом поговорим. Но если вы пользуетесь каким-нибудь большим VPN с платной подпиской, то навряд ли его вообще как-то заблокируют. Ну и хотела еще спросить, кстати, о переносе данных. Или же не просто перенос данных, а не потерять как? Вот все, что накоплено В облаках? Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду... iCloud, Google Да. Cloud, вот это вот все. Вот в Инстаграм все, что за эти годы, там 5 лет пользуются люди, еще больше, там огромное количество материала, который не хочется терять. Как это сохранить? Напрямую это возможно? да. Скачиваешь. Ну, в Инстаграме очень просто, там прям в настройках есть кнопочка, которую нажимаешь, скачать все материалы, и он тебе прям скачивает в архиве на компьютер. А если говорить про... Ну, это не такая, на самом деле, там, сложность Да. и причина для беспокойства, как, например, блокировка того же iCloud. Да, Да. это проблема, это мой Это вопрос. реально большая проблема. Ну, Как мы сейчас обойти? ничего не распечатываем, правильно? Мы живем в цифровом мире, где все фотки мы привыкли хранить, что они прям загружаются туда, и все спокойненько. Надо находить способы оплачивать.
Ну, как Вот, обойти? кстати, да. Примерно. Потому что там есть ограничение на скачивание одновременное, а если у тебя там 100-200 гигабайт файлов, фоток и супер сжатых айфоновских видео, то это много тысяч файлов, и ты прям долго будешь все это качать. А как это оплатить, я пока не нашел. Я сам сейчас ищу. А мы так надеялись, что ты нам скажешь, как это сделать, потому что Ну, iCloud я уже не могу пользоваться, все Да. мои фотки там остались. Ну, у меня то же самое. Я создала облако, пока облако, еще на Яндекс.Диск создала и То туда есть- скинула, что имела. Нет смысла даже искать, да, варианты? Не, есть смысл искать, потому что варианты появляются каждый день, Да. и они каждый день меняются. То есть сейчас, если ты находишь какие-то статьи по запросу, как оплатить, например, iCloud, до какого там 14 что ли числа. Я сейчас не хочу дезинформацию кидать, но вот совершенно недавно что можно было сделать? Можно было по телефону оплатить. С телефонного счета российского номера можно было оплатить iCloud. Уже нет. Уже нет. А наберешь в Google, там вот эти статьи высветятся, они же не такие древние. Google думает, ну вот недавно написали, он тебе выдает их. Поэтому надо гуглить ежедневно, смотреть какие-то апдейты, как это возможно сделать. То Вот что-то пока, появится в любом случае. Конечно, появится факт, что появится. Есть сервисы уже, которые все это делают. Они сомнительны. Сейчас, в принципе, огромное количество скамеров, ну, мошенников. Потому что в таких ситуациях, когда большая неопределенность, кризис какой-то происходит, да, куча Хороший мошенников способ сразу заработать. появляется, которые вот как раз вот мы горящие бежим, нам надо iCloud запустить, мне надо музыку в Spotify послушать, что мне делать? Ну и ты такая находишь, ну вроде сайт нормально выглядит, Да. вводишь данные, тебе там списывают нормально, и потом говорят спасибо, давай еще раз. Мы говорили про социальные сети. Основная масса с Инстаграма и Фейсбука, вот с момента, как сказали, что вот блокируют, кто-то побежал в ВКонтакте, кто-то побежал в Телеграм, кто-то вообще Одноклассники вспомнил. Но по большому счету, вот какая самая функциональная альтернатива Инстаграму, учитывая, что вот там все-таки был бизнес. Небольшой, но был бизнес. Контакты подходят, например? Ну, такая социальная сеть, чтобы там была и статистика, и монетизировать можно было. Ну, На твой взгляд. я не пользовался ВКонтакте с тех пор, как Павел Дуров ушел из ВКонтакте. А это было... Ну, это было очень давно. Это было лет 8, наверное, назад, когда он создал Telegram как раз. Ну, поехал создавать Telegram, уехал из России. И я не пользовался с тех пор, поэтому я сказать ничего не могу. Но факт, что все пойдут в первую очередь ВКонтакте, потому что это единственная более-менее адекватная соцсеть в России. Так как Facebook закрыли, получается, Facebook мне, в принципе, тоже никогда не нравился. Прям ужасная соцсеть. Просто она есть у всех, и тебе надо со всеми, поддерживать связи. Ты заходишь в этот уродский Почему она Facebook. ужасная? Также Кстати, контакты абсолютно... были созданы как копия Фейсбука, нет? Я читала. ВКонтакте был создан не как копия Фейсбука, кажется, ВКонтакте создавался изначально как копия MySpace. Была такая соцсеть. Никто ее не Да, помнит, ну, но значит, это одна из информация первых разнится. соцсетей. Она больше похожа на ВКонтакте по структуре там интерфейса и так далее. Но ВКонтакте, Почему когда все он вышел, программы друг на друга он был похожи? потрясающий. Почему так? Почему нельзя, чтобы это был совершенно новый продукт, не похожий на вообще на А потому какой-либо что другой? Не, Они можно, почему совершенствуются. Каждый новый Вообще продукт, Facebook, он интерфейс очень сильно лучше становится. напоминает ВКонтакте тоже, они похожи. Они похожи, но контакты больше, мне кажется, подстроили под Россию, нет? Мне кажется, они Чтобы адаптируются. Он просто тупо удобнее. Еще. Вот, ну, объективно можно сказать, он удобнее, ну, был, я не пользовался 8 лет. То есть я не знаю, как он сейчас, вот просто Но он в очень процессе использования. Но в то время он был потрясающе удобный, прям очень. Все так просто ахали, какая-то классная штука по сравнению с тем, что предлагает та же Америка. Мне не понравилось то, что они сделали. Ну, когда отжимали ВКонтакте, а его явно отжимали. У Павла Дурова его выкупили там за треть стоимости. Он пошел делать Telegram со своим братом. Telegram — это самый удобный мессенджер на данный момент из всех, которые есть, потому что есть WhatsApp, который такая же уродская штука, как Facebook, просто отвратительная. А почему тебя нету в Telegram? Как нет у меня в Telegram? Я есть в тебя не Telegram. нашла Но это не значит, что меня там нету.
Я должна рассказать про сегодняшнюю ситуацию, и мы не могли дозвониться до Умара, потому что его не было в WhatsApp, я не нашла его в Телеграме, я не нашла его в Фейсбуке, я нашла его в Инстаграме, я ему написала, но он так и не ответил, а мы должны были поговорить насчет подкаста. Я думаю, вот мы, когда придем сегодня на эфир, я его спрошу. Я есть везде. Ты есть везде? Я есть на Ютубе даже. Да, почему я не нашла тебя в Там у тебя каналы. Мой вопрос такой. Ты доверяешь... Какому мессенджеру ты доверяешь? Телеграм, очевидно. Только Телеграм? Да. Единственный мессенджер, который может сохранить безопасность твоих данных. Я не претендую на то, что мои данные хоть что-либо стоят, как и большинства абсолютного людей. То есть есть вот эти параноики, которые просто помешаны. Птичка данных. Как его Майкл Фокс его звали, этот Ви, значит, Вендетта, помните фильм, где такой чувак с усами? Помню. Вот, против системы, вот это вот все. Ну, я это тоже не приветствую, это паранойя чистой воды. За счет чего? Мне не то, что даже... Это для меня не имеет такой большой ценности. Я понимаю, что это ценность. Я понимаю, что это ценность, но не настолько большая, как просто удобство пользования. Он супер быстрый, он супер функциональный, то есть кучу вещей я на нем могу делать, чего я не могу делать там. И плюс еще будет монетизация, если там установить какую-то программу, да? Не, монетизации там нет. Это возможно. Ты можешь включить... Они недавно запустили рекламу, которую ты можешь у себя включать по своему желанию. Она много денег... Кстати, уже некоторых. Я, кстати, ее не наблюдал. Я тоже не видела. Не видела тоже? Нет. За счет чего, кстати, вот мы там несколько подкастов смотрели, пока готовились к нашей встрече. Коллеги Дурова, которые работают на разные очень крутые компании, как в Америке, так и в России, так, то есть в разных компаниях хороших, они отзываются о Дурове как о человеке, который знает, к чему он идет, знает, что он делает, и знает, как он... Вот те этапы, которые нужно пройти, он их проходит совершенно 100%, то есть никаких обходных путей, например. Ну, вот как я поняла, он делает очень хороший продукт. Вот такой был отзыв. Да. Вот как ты знаешь о нем, насколько... Его личности что-то известно тебе, например? Может, как-то ты... Нет, я не был знаком с Павлом Дуровым, к сожалению. Я ничего не могу о нем рассказать, кроме того, что все могут найти. Коллег вы же это обсуждаете, наверное. Нет, это не такая маленькая тусовка, чтобы типа все друг друга знают. Сейчас весь мир это айтишники, поэтому... Весь мир. Слушай, давай мы тогда скажем о том, что, кстати, ладно, он крутой чувак, это единственное, что я могу сказать. Крутой чувак, да, это мы поняли. Явно самодур, явно за скоком на великолепие каким-то супер развитым эго, но делает качественный, невероятно качественный и бескомпромиссный продукт, потому что те проблемы, с чем он сталкивался при разработке, что его давили со всех сторон, и не только Россия, кстати, то есть и в Америке были кейсы, когда ФБР приходили, требовали Вот данные. Я хотела спросить про давили, что это имеется в виду, ведь каждый там ищет свою выгоду, да? Ну да. То есть, если вы сейчас пойдете ВКонтакте, все будут иметь доступ к вашим данным. Это вообще не обсуждается. Я хотела спросить. Это тоже очевидно абсолютно. И не то, чтобы сказать, что для какого-то избранного количества людей это очевидно. А, кстати, возвращаясь к теме про соцсети, сейчас появятся аналоги того же этого Инстаграма. Сейчас недавно, кстати, мне мемчик скинули. Типа, чувак сделал реально продукт, называется «Грустьграмм». В подколку к тому, что происходит, и туда, типа, все фотки, что загружаются, становятся автоматически черно-белыми. Серьезно? Да, и типа, грустьграмм. И все там такие, все плохо. Такой вайб появляется. Прикольно же, он просто сам это сделал. Взял с другом, сделал. Я хочу посмотреть. Грустьграмм. То есть это прям доступно впишешь, всем? Да, прям впишешь грустьграмм, откроется сайт. Слушай, мне хочется поговорить про айтишников, которые вот в России, как только начались эти события международные, был прям вот заметный отток. И потом уже правительство предприняло меры, и они объявили о том, что объявляется
каникулы Да. айтишникам от налогов. Правильно? Да. Это какая-то попытка была их остановить, или это уже бессмысленно было? И вообще, что тебе об этом известно? Почему? Хотите лишить меня перехода границы на ПСОВ? Ну, ты все-таки, я думаю, найдешь, как ответить. Ну, смотри, очевидно, да, что многие уехали. Это факт. Да. Это даже можно посчитать, сколько уехало. Потому что, сейчас это такая диванная аналитика, но она чуть-чуть приближена, примерные цифры мы можем понять. Да. Потому что точные цифры знают только пограничники, извините. Вот. И они пока не обнародованы, потому что это не такого давнего дня новости и события. Вот. И они навряд ли скажут что-то близкое к правде. Тоже подозрение есть такое. Но, допустим, есть информация в общем доступе. Рейсы из России в одну из 3 стран, куда все сейчас, куда идет основной отток. Да. Rейсы в Армению. До 24 февраля ежедневно улетало 10 самолетов. После 24 февраля стало улетать 20 самолетов. Есть тогда подозрение, что, возможно, в событиях, связанных с 24 февраля, вот как раз вот эти 10 самолетов и добавились авиакомпаниями, потому что спрос на билеты возрос. То есть, предложение предложили, почему нет, заработаем деньги. Да, Особенно сейчас, когда все остальное закрыто, надо зарабатывать деньги как-то. Вот они отправляют, летают туда суперджеты. В суперджете примерно сейчас 100 человек, 10 рейсов в день. Сколько это получается? 10 рейсов в день, 100 человек, это получается 1000 человек в день. Соответственно, за месяц, который прошел, это 30 тысяч человек. Еще прикольный факт, когда ты вбиваешь в поисковик аналитику по частоте запросов, переезд в первые 3 страны, это как раз Армения, Казахстан и Грузия. Да. Турция. Почему эти страны так привлекательны? Об этом мы тоже потом поговорим. Потому что только туда можно полететь. Все равно потом поговорим. Факт, почему они так привлекательны. Почему они все-таки улетели? Мы вот не поговорили об этом. Что их... Да, мало что ли, что может сейчас человек... например. Смотри. Неудобно работать. Нет. Первое. То, что все стали зарабатывать в 2 раза меньше. Потому что рубль упал. Уходят. Это до этого дойдем. Просто рубль упал. Условно, если ты айтишник, хочешь купить компьютер, то твой компьютер в 2 раза дороже стал. То есть айтишник едет туда, где легко можно получить зарплату в валюте. Правильно? Да нет, не в этом суть. Любому человеку, это не только айтишнику, важно получать блага, которые доступ к которым открывается с получением денег, правильно? То есть, если у меня есть деньги, я хочу их эффективно тратить на свои нужды. Сейчас я не могу купить, например, я не знаю сейчас какая ситуация, 3 недели назад в Москве нельзя было найти iPhone, нельзя было купить ноутбук, потому что все раскупили. Те, что остались, они стоят заоблачных денег. MacBook, извините, стоит 1 200 000 рублей. Сколько ты должен получать, чтобы купить себе MacBook, который тебе нужен для работы. И при этом не факт, что ты установишь программы, которые нужно будет оплачивать, и непонятно, как их оплачивать. Да? Там куча вещей, из-за которых люди уехали. Второе... давай так. Первое, то, что меньше стали зарабатывать из-за того, что курс упал. Второе, то, что товаров нету. Третье, то, что любому человеку не нравится то, что происходит. Давай так. Любому человеку, который... Но это касается, гражданской позиции, правильно? Любому человеку, который внимает слогу рупора и только ему, да, если он не слушает эту информацию, то ему плохо от всего, что происходит вокруг. Потому что он с этим не согласен. То есть мы сейчас говорим о... Мы говорим об айтишниках сейчас. Это не важно, это касается айтишников. Это, видимо, айтишники, которые работают на международных каких-то компаниях. Они не только... Я так понимаю, правильно? Если ты айтишник, который работает в международной компании... Да, это в основном те, которые позицию свою должны как-то
обозначить? Смотри, позиция компании здесь по-любому, ну, она однозначная. Если ты работал в международной компании, скорее всего, твоя позиция совпадает с позицией этой компании. Поэтому ты айтишник, уезжаешь в другую Почему страну. айтишник? Ну, это не только айтишников касается. Да, Ну, Маркетолог, наш он, например, вопрос не именно айтишник. про IT. Ты же про айтишников спрашивал, которые массово покидают страну. Страну массово покидают все, Не только они. независимо там айтишники. Можно не так айтишники. сказать массово, учитывая вот соотношение информации, которая В появляется. общем, мы говорим про отток специалистов. Вот можно я... Топ специалистов на лицо, конечно. Отток Можно? Им специалистов. нечего добью делать. твой вопрос. Некоторые специальности особо пострадали. Например, те же маркетологи. Мгм. Ну, жутко пострадавшая специальность, где сокращения очень массовые. Почему? Потому что когда у тебя 60% всего рекламного бюджета в стране составляют бюджеты зарубежных компаний. Да. Кто составляет основные рекламные бюджеты? Это BMW, это, Mercedes, это там Apple и так далее. Ну, вот эти компании. Не антивирус Касперского. Правильно? Это вот эти компании, которые составляют основной пласт. Теперь представь, 60% денег просто улетело, а те, что остались, стали в 2 раза дешевле. Просто Ну потому, и что стали в 2 раза да. дешевле. И ты маркетолог, и ты сидишь. У тебя все бюджеты Да. слетели, все рекламные кампании слетели, Да. стратегии, По что ты санкциям рисовал на год. восстановили вообще, да? Да, стратегии, что ты рисовал на год Мгм. со спецпроектами, со всякими такими интересными штуками. Растворились? Закрылись. Да. Зачем ты нужен компании? А еще компания твоя уходит из России, кстати Да. говоря. Все остальное сейчас не совсем важно Короче, было. все Просто мы плохо. уходим, ты уволен. Да, да, да. Хорошо, До свидания. а эти налоговые каникулы, на твой взгляд, могут остановить? Нет. Нет. Налоговые каникулы некоторых очень напрягли, потому что в налоговых каникулах была такая статья. Не призыв в армию. И все такие, что? А я айтишник? Подождите, я айтишник. Плюс там, чтобы стать IT-компанией, как там написано, тебе необходимо пройти, опять же, 7 кругов ада бюрократии. Мгм. Чтобы признали, что ты по документам IT-компания, там Да. какие-то еще вот эти, ну, короче, понимаете, да, то есть тут еще вот эта вот штука, бюрократический аппарат, Мгм. ну, я не знаю, на кого это, в принципе, рассчитано, это супер такой вброс был, скорее всего, просто для того, чтобы минимизировать вот эту панику, которая первую неделю была, потому что они вбросили это прям чуть ли не на 3-й, на 4-й день. Ты говорил о том, что куда уехали твои коллеги Да. по цеху. Это, в общем, Грузия, Армения и Казахстан. Казахстан. Турция, Турция тоже. да. Ну, еще Узбекистан. Это Но в единственно основном едут- возможные страны, куда можно было бы улететь, да? Ну, Быстро, туда есть или рейсы, там да. есть прям крутые возможности для того, чтобы продолжать работу. Нет. А почему к Там нам меньше не приехали? возможностей, чем... точно меньше возможностей, чем до там, 24 числа в России, в Мгм. Москве. Мгм. Но я сказал, по каким причинам. То есть они не из-за того, что они Не, почему ехали, повысить мы уровень поняли. жизни. Да, ну Ну, почему посмотри, в эти завтра страны? еще есть такой момент, что завтра, может быть, и эти направления закроются. И что ты потом будешь делать? Мгм. Ну, то есть ты бы хорошо подумал, если бы у тебя была такая возможность, прежде чем улететь куда-нибудь. Если бы у меня была возможность этого уже пошлого слова релокация, которое сейчас прям уже, ну, оно В изжило себя. тренде, да? Оно это как утопия какая-то, типа релокация — это о чем думает там практически каждый специалист в данный момент. Мгм. Ну, когда тебе компания говорит: классный ты такой парень, а давай мы тебя и всю твою семью, короче, вот тебе билеты, вот тебе жилье, приезжай, пожалуйста, и работай у нас, пожалуйста, в Порту Мгм. или в Лиссабоне. Мгм. Или в Калифорнии. Ты такой классный, пожалуйста, приедь. И И ты такой что? скажешь: нет, я останусь здесь. Я буду 4 года копить на MacBook. И потом его куплю. Хорошо. Ну, релокацию все хотят. Все Ну, хотят. не все. Есть люди, которые более позитивно смотрят на вещи. И Да. типа, кто же здесь будет исправлять ситуацию?
Такие тоже есть. Ну, таких тоже можно помнишь, еще понять. в советское время была аналогичная ситуация, когда вот такая утечка умов была, столько специалистов в разных областях потерял Советский Союз. Ну, поэтому сейчас Очень тормозят аналогичная айтишников. ситуация. Мы сейчас не сравниваем, конечно, политическую ситуацию, дело не в этом, просто, ну, правда, теряются серьезные силы в этом направлении в том числе. Умар, на твой взгляд, как будет развиваться картина дальше вот с оттоком айтишников? И, я потом хочу спросить про Ну, Абхазию. Мое мнение, ничего здесь нового не будет. Я не знаю. Ну, короткий ответ такой. Я не знаю, на самом деле, как будет, потому что в такие кризисы сложно вообще что-либо предсказывать. Это и так, в принципе, сложно и на самом деле невозможно. А в такие дни, такое время, как сегодня, это еще более сложно. Поэтому говорить, что будет, вообще непонятно. В данный момент никаких нет предпосылок к тому, что сильно изменяться ситуация будет в лучшую сторону. Это точно. То есть, что может измениться? Хорошо, вот сейчас закончится все это. Да? Спецоперация завершена. И что? Но ты не рассматриваешь такой вариант, что все может вернуться. Но если даже будет возвращаться, Ну, это будет долго невозможно, скорее возвращаться, всего, но это нужно да. время. Да не будет оно возвращаться. Не будет? Тренд такой, что все идет в плохую сторону. Ну нет, давайте сейчас не будем. Давайте и так да. не будем население подводить к черте. Нет, стоп. Мы не подводим население к черте. Мы обсуждаем текущую ситуацию. Скармливать людям информацию о том, что, ребята, все будет хорошо, я с удовольствием скармливал бы. Но я тебе хотел больше бы... нравится говорить, все будет плохо, Нет, плохо. мне не нравится. Я хотел бы просто иметь какую-то аргументацию. Аргументацию в пользу того, что будет какой-то позитив, у меня нету на данный момент. Я могу порассуждать с вами о том, какие есть перспективы в данный момент для нас, какие есть перспективы Да, мы там. хотим об этом поговорить. Давайте это обсудим. Просто вы меня спрашиваете, куда это идет. Я говорю, как мне кажется, куда это идет. Оно Может быть, идет для нас хорошее. это будет неплохо, если как раз-таки у нас будут перспективы. Вот, Умар, Может быть. Они вас тоже не устроят. Я недавно смотрела передачу «Битый час» и интервью с Тужба. И с Ингой Тужба. Инга Тужба, да. И она там говорит о том, что у Абхазии сейчас есть возможность вот в этой сложившейся ситуации привлечь специалистов. Вот как ты смотришь на эту ситуацию? Мы можем привлечь технологии и айтишников, вот какие-то условия им создать здесь привлекательные для того, чтобы они приехали сюда. Я понимаю, что у нас может не быть 6 часов света, но все-таки на перспективу, вот если смотреть в позитивном ключе. Если смотреть в ключе, если у нас с энергетикой вопрос решится, все. Да. Давай на перспективу, вот так вот. На перспективу вот ближайшие 5 лет, если хорошенько поработать, вот как это будет? Нет, давайте без этих ваших «если», пожалуйста. Вот эти «если», они как бы обнуляют все. Ну, анализа не будет никакого, если говорить, если у нас будет энергетика и эффективное правительство, которое может принимать эффективные законы. Умар, давай вот из того, что у нас есть сейчас, в данный момент. Давайте из того, что есть. Правильно говорит она, ну, не то, что правильно, я согласен с тем, что она говорит. Надо привлекать. И сейчас реально это один из моментов, когда это возможно сделать более просто, чем раньше. Понятное дело, у нас приезжай к нам чувак, который работает на компьютере, света, правда, нет, но педали покрутим, никаких проблем. У нас есть там некоторые места, в которых свет реже выключают. Приезжай и поработаем с удовольствием. Ну и шутки шутками, но да. Сейчас возможность открывается возможность, и это чисто сильная возможность, она очень важна, ее надо использовать по максимуму. Кто это делает? Никто. Этим занимается один человек, насколько я сейчас знаю. И имя ему Дамит Джонова. Там у него сидит чувак в школе, в STEM-лаборатории, который приехал. Чувак, который, он не совсем айтишник, он монтажер. Режиссер монтажа, то есть он занимается монтажом. Он работал на Upwork. Upwork — это один из самых популярных сервисов для фрилансеров. Он закрылся для России. А у них весь достаток как бы формировался в долларах.
Как сейчас получать эти доллары, вообще непонятно. Upwork там плюс ко всему не работает. Поэтому сейчас пытаются строить здесь какие-то условия для них. То есть приезжайте, вот у нас там STEM-лаборатория, у нас там генератор работает, у нас свет не выключают. Приезжай, работай здесь, Upwork работает. А как вывод денег для тебя построить? Ну, черт его знает. Сейчас он побежал с Амробанком говорить, он побежал с Сбербанком говорить, с Нацбанком побежал говорить, чтобы, ДОМЕ имею в виду, чтобы настроить вот этот весь вывод средств. Чтобы, да, средства можно было выводить. Лучик света. Ну вот да, это лучик света. Что у нас делает? в истории, современной истории, у нас этих лучиков было немало. Но ни один из этих лучиков не использовало наше государство себе во благо. То есть наоборот, все это вело к каким-то ухудшениям. Это если проблема вспоминать в тот же мышлении, майнинг. вот если говорить именно о понимании того, что за IT-технологиями будущее, что если мы правильно настроим нашу политику, грубо говоря, да, внутреннюю, то если мы направим на это, может быть, нету понимания, нужно до кого-то достучаться, что вот это важно. А если приземленно? Ну, приземленно, до кого докапываться? Вот ты пытался в свое время какую-то свою идею, допустим, протолкнуть в то, что я имею в виду, что ты видел, что это тренд, ну, в том плане, что вот сейчас майнинг. это прям... Майнинг. Который сейчас по закону... Уничтожил нашу энергетику. Уничтожил нашу энергетику. Майнинг уничтожил нашу энергетику. А он должен был ее воскресить. И он имел все основания и качества для того, чтобы сделать независимую энергосистему, которая сама себя содержит в Абхазии. В чем у нас была проблема? Я работал в Черноморэнерго. Я работал с должниками. Я создавал базы данных должников, то есть вот абонентским отделом занимался. Никто же не платит за свет, правильно? Ну, никто. Платит. Как никто? Тариф, ну вот так. Хорошо. Ну, никто, хорошо. 10% это ничего не говорит о том, что... Плюс ко всему, по тарифу 0,4 рубля за киловатт. Мы, понятное дело, получаем эту энергию вообще бесплатно на халяву, как многое, что мы получаем. Да? Тоже моментик, который сделал из нас тех, кем мы являемся в данный момент. Потому что мы многое получаем просто за красивые глаза. Продаем ни за что, вкладывать в инфраструктуру нечего. Правильно? У вас есть, 2017 год, я как сейчас вспоминаю. Я тогда, что я делал тоже. Я сейчас не скажу, что я там ходил к начальнику Черноморэнерго, ломал двери и говорил, надо делать вот это. Я такого не делал. Я писал в Facebook, да, условно. Что я мог сделать? Я писал в Facebook, я разговаривал с людьми на эту тему. Типа, почему не сделать там государственное предприятие, которое закупит майнеров, которое будет генерировать этот долбанный биткоин, продавать его. То есть, это идеальный инструмент на самом деле для Абхазии был в тот момент. Он То есть, по твоим расчетам, остается... он должен был бы покрыть какие-то наши основные расходы, поднять энергетику, не знаю, что-то еще решить. Ну смотри, да? тогда ты продавала киловатт условно за 0,4 рубля, за 40 копеек, а майнинг генерировал порядка 500 рублей за киловатт. Разница есть? И ты эти 0,4 получаешь в 10% случаев, а 500 рублей ты получаешь в 100% случаев. Разница есть? Да, сколько ты можешь вложить в энергетику, построить собственные ГЭСы, МЭСы, РЭСы, БЭСы, вообще в любом количестве. Это не сразу произойдет, но у тебя появляется шанс это сделать. Понимаешь? Что тогда было, когда ты попытался? А что, вы все здесь жили. То есть мы знаем, что вот тогда было. Все поставили в деревнях, в домах и вообще везде, где угодно. То есть народ оказался умнее, и он быстренько, в общем, реализовал эти задачи. Я тоже реализовывал майнинг-ферму в 2017, конечно. В конце 2017 от нее избавился, продал. Омар, смотри, в 2017 году ты был одним из тех, кто говорил о том, что надо строить майнинг-фермы для того, чтобы государство могло потом на этом зарабатывать. И, возможно, покрывать какие-то расходы касаемо нашей старой энергосистемы, которая периодически ломается. Невозможно, а факт. Факт, да. Смотри, ты тогда говорил об этом. Сегодня это не актуально. Почему тогда это было актуально, а сегодня уже нет?
Сегодня майнинги стоят в каждом доме. Может быть, сегодня тоже есть смысл построить эти майнинг-фермы, чтобы с домов вытащить эти аппараты? А как это связано? Ну, если ты строишь майнинг-фермы... Ну, смотри, изначально план был... Площадки, в которые... в смысле отели, да, условно, отели, в которых там приходишь, ставишь свой майнер, даешь там какую-то копеечку и ее обслуживают. Ну, это можно... Вообще, я считаю, то, что майнинг не легализован, это супер неправильно, потому что это как с любым инструментом, который не легализуется, он переходит в стадию вот этого скрытого, некрасивого, неотслеживаемого, губящего все на свете инструмента. Майнинг зло на сегодняшний день. У нас точно майнинг зло. Да. Ну, извините, у меня 8 часов в день иногда бывает, света нет. Это что такое? Как я могу работать? Я не могу работать вообще никак. То есть я бегаю от розетки к розетке. Ну, это мы говорим про то, какая перспектива айтишников здесь. При таком, опять же, это же тренд, это же наблюдается движение в какую-то сторону, да? Мы все согласны, что хуже становится в плане энергетики. Так что делать? Мы все согласны, что она не меняется. Если специалист качественный, он может себе позволить жизнь на Бали и сидеть на гамаке, кодить на коленках. Правильно? Правильно. Зачем ему ехать сюда, где свет по настроению, где вода, в принципе, тоже по настроению, где беззаконие, где его никто не защитит. Вот кто сейчас защитит специалиста, который сюда приехал, кроме тех людей, которые его непосредственно пригласят, да. Вот кто его защитит? Это банальные вещи, это абсолютно банальные вещи. Сейчас куда он пойдет? Про защита в законодательном плане или... И в законодательном, кстати, тоже. И в физическом, ну, конечно. Ну, это как? Ну, ты поедешь сейчас куда-нибудь в Марракеш. Я просто вспоминаю Марракеш. Мне там было страшно. Мы приехали в Марракеш, на машине заехали в этот город ночью и искали свой отель. И мы сидим в машине, вокруг ходят арабы, такие, знаешь, еще как Аладдины. Они прям выглядят как Аладдины в лохмотьях, молодые парни такие бегают. Что там говорит? А ты сидишь... Ну, здесь меня могут убить, наверное. Ну, у нас сейчас у нас не совсем... У нас не так, я не сравниваю, просто мое ощущение, ну, то есть, я же здесь находился, для меня ненормальность, она немного на другом уровне, чем для человека, который там в Москве всю жизнь рос, для него, возможно, здесь будет ненормальность, да, определенная. Но вот я вспоминаю свои какие-то, я вспоминаю свой вот этот экспириенс, я понимаю, что это довольно стрессово. Ну, у нас еще и в налоговой сфере еще нет... У нас никаких нету законов. Да, у нас там свобода, и для айтишника это может быть плюс. Но все-таки вернемся к тому, какая перспектива все-таки у Абхазии в направлении IT-специализации. Ты говорил про школу Дамир Джонуа, про его труд, про то, что он так много сил и таланта своего туда вкладывает. Все-таки то, что ты видишь там, исходя из своего опыта, из того, что ты видел там, в работе за пределами Абхазии, что ты можешь сказать? Ты видишь какой-то потенциал? Ну, начну с того, что я вообще сторонник того, что самое важное из всех направлений – это образование. Образование решает все. Вот просто на самом деле образование решает все. То есть от любых сфер образования, от уровня образования зависят любые сферы. И чем выше уровень образования, чем оно доступнее, чем оно открытие для новых каких-то методик, опыта там зарубежных стран. Вот я не люблю просто опыт зарубежных стран. Это у нас настолько уже везде произносилось. А зачем знаешь, оно, потому что везде произносится. Очевидно. Он не любит, но он повторяет. Да, приходится. Это слова-паразиты. Короче, образование самая важная штука. И образование само по себе гарантированно даст позитивный результат. В чем минус? В том, что это долгий процесс. Это очень долгий, это года. То есть это не то, что
когда STEM запустили? STEM запустили, по-моему, 2,5 года назад. Может быть, да. Я просто принимал участие тогда тоже в запуске этой школы. И вот изначально в чем была идея? В том, что у нас есть дети. Увезти в Канаду или Финляндию мы их пока не можем. И нам нужно что-то сделать здесь, чтобы у детей было какое-то понимание, что не вот эта вот школа, да, есть образование, не вот эта вот школа, которая рассказывает тебе, что профессии не существует, есть историк и экономист, братишка, да, юрист и экономист лучше всего. Вот иди туда, либо туда, а показать, какие есть возможности в мире, сказать на примере, что есть такие люди, которые за это деньги получают, и эти профессии, они творческие, они интересные. Это совершенно другое мышление, совершенно другие какие-то субстанции. И вот это вот показать. То, что после этого Домей сделал, это, конечно, потрясающе, то, что это происходит. Но опять же, этого мало, потому что если хотите менять что-то кардинально, не хватает инициативы одного человека. Это должны быть какие-то, скажем так, общенациональные проекты. То есть почему, вот я до сих пор, вопрос к Министерству образования. Почему вы сейчас же не придете в школу STEM-лаборатория? Не надо даже вот это им давать. Денег им давать не надо, они не хотят денег. Просто приходите в школу, говорите: ребят, нам нравятся ваши программы, поделитесь ими. И школа STEM-лаборатории расскажет вам, как внедрить эти предметы в обычную школьную программу. И когда ты исследуешь рынок не только в территории своей маленькой страны, а и во всем земном шаре, у тебя абсолютно другое понимание того, как образование может строиться. Абсолютно другие уровни. То есть, как там преподают. Мне, например, там сейчас две основных таких школы, скажем так, методики, да, самых таких лидирующих образовательных. Это финская методика и сингапурская, да. Азиаты, они таких более технически, скажем, подкованные, да, у них такое, не знаю, мне как кажется, вот Домей, например, оно больше нравится. Мне нравится больше финская. То есть, если так в двух словах вообще супер простым языком, то сингапурская, она более техническая, она более такая роботизированная, можно сказать, да, они там прям такие ребята-машины, но они выигрывают все олимпиады на свете по математике и программированию, все. Вот сингапурские ученики. Про что финская, она, вот мы как раз доверяем две такие сущности. То есть он в ту сторону больше, он технически такой, а я вот больше в сторону сумасшествия и непонятности. Чем отличается, например, финская? В финской школе у них как бы нету как таковых предметов. Они работают над решением определенных задач из жизни. Например, там у нас нет там условно какого-то предприятия, какого-то сервиса. Что нам делать? Давайте, что для этого надо? Накидывают, разбиваются на команды, решают вместе командно. Понимаешь, если там в решении этой задачи завязана, например, физика, они физику учат. Если в решении этой задачи завязана математика, история и что-то еще, они, значит, это учат. То есть они делят по направлениям, и изначально вот детей прям со школы в определенном направлении. Они не то, что в определенном направлении, они практику проходят. На практике, вот это вот классный метод, мне кажется. В наших-то школах, ты сам учился в 10-й школе, там у вас был предмет информатики, да? Информатика, это вообще далекое что-то от... В 10 школе я помню, по-моему, в 10 классе или в 9 классе первый раз информатика была. Я сейчас не помню, потому что я на нее не ходил, как и все остальные. У тебя была информатика, а у нас ее не было. Да, у нас тоже считают, что не было. А что там было? Мы приходили, учительница сидела очень скучно, ей было очень скучно, потому что программы у нее не было, да, по которой преподавать. Она там показывала конспектировали что-то, да? Да. Вот это Word. Как запустить пуск или там... Да, это пуск. Вот это Paint. А представь теперь, что у нас это на первом курсе было. Предмета на 2 года. Это можно объяснить за 10 минут. Ты спрашиваешь, когда ты учился. Так у наших детей сегодня не в каждой школе есть такая возможность, чтобы ставить компьютеры
Компьютеры это ведь все финансово должно как-то подкрепляться, чтобы и программирование, как ты говорил, и преподаватели должны быть, да? Классов вводить. Это все, конечно, важно, но у нас есть надежда на STEM, на то, что определенный пласт детей у нас вырастут с пониманием, что это, и, возможно, даже будут специалисты. Но я как понимаю, сейчас требуется продолжение школы STEM, правильно? Вот они же готовят детей, а дальше дети куда идут? Дальше тоже же им нужно образование. Или это настолько вот не столь важно уже? Дальше можно самому как-то обучаться, да, там, допустим, онлайн. Или как это происходит? Расскажи. STEM — это не совсем образование, то есть само по себе. Это просто, скажем так, демонстрация того, что есть. То есть как раз ребятам показывают, рассказывают, какие профессии есть, о которых они из других источников вообще никак не узнают. То есть в школе до этого никто не говорит. В принципе, там тусовка их школьная, да, не особо заинтересована во всех этих делах. Поэтому, кроме там самое приближенное, о чем они могут говорить, это игры. Но мало кто вникает, как эти игры там создаются, например, да. Поэтому очень важная, конечно, функция у STEM, но этого, опять же, мало. То есть это такой маленький лучик надежды, который, он сам по себе даст, конечно, позитивную какую-то отдачу, но слишком сложно предсказать, когда и вообще отдаст ли. Ну, то есть от того, что выпускают там 300-400 человек ежеквартально, все-таки разрыв между профессионализмом, который необходим, чтобы зарабатывать начать, потому что рынок большой, людей в этом рынке куча. Тем более сейчас. То есть это на самом деле никак хорошо большая. Не влияет на там, возможности айтишные для наших детей. Потому что уехать-то все не уедут. Да? Большая часть, абсолютно большая часть останется. Да. Уедут только там, ну, условно, сейчас не будем называть их никак, ну, просто те, кто мог позволить себе уехать, да, а тех, кто не мог позволить, их больше 90%, скорее всего, они останутся. Бюджеты, как мы и сказали, порезались, денег стало меньше, значит, проектов будет меньше, значит, заказов будет меньше. Соответственно, говорить ребенку: давай туда, и благодаря тому, что произошло, тебе стало легче, ну, нельзя. У нас не очень такая выгодная позиция еще и геополитическая, да, потому что, ну, мы закрыты от мира, мы не можем там налаживать прямые связи с государствами, чтобы банально те же самые платежи приходили, да, потому что завтра закроют нам, например, эту возможность, потому что у нас все платежи там через российские системы, да. Ну, давай, платежные системы проходят, назовем их так. Хотел слово вспомнить умное. Можно без него. Оставим. Также у нас интернет весь российский. То есть это на самом деле дело времени, когда у нас тоже закроются те же самые инстаграмы, фейсбуки, твиттеры и так далее. Вот, поэтому сложно здесь искать какие-то светлые вещи в плане для ребят, для IT. Ну вот мы сегодня были у мастера по мейкапу, скажем так. Вот ее сын, она говорит, что он очень увлекается в этом направлении, и, скорее всего, они попытаются сделать так, чтобы он получил высшее образование. А еще интересно вообще, насколько это дорого. Вот ты сам учился в Бауманском университете, на Бауманской, или как правильно сказать? Бауманский университет, да. МГТУ имени Баумана. Да. Но ты... Я его не закончил, потому что я бездельник. Поэтому я его не закончил. У тебя даже второе образование, да, которое тоже я не закончил, потому что я, опять же, не изменился за это время. В чем причина, расскажи? Я бездельник, я же говорю. Бездельник. Ну, тем более, тогда я был бездельником. Хорошо. А у меня были... Бездельник — это тот, у кого нет дела. Ты всегда находишь себе дело. Ну, бездельник я имею в виду в плане ленивый. То есть я супер был ленивый тогда. Сейчас для меня это не проблема, потому что, ну, я понимаю, как... Ну, то есть от действия зависит уже результат. Это банальнейшая вещь, которую, ну, в детстве там вообще не понимаешь. Просто ты явно тогда не понимал, что за этим действием будет следовать хороший результат.
Ты ты жалеешь? недооценил, получается, да? Ты сегодня жалеешь, что ты не окончил? Нет, я никогда не жалею ни о чем. Это была ошибка, само собой. Ну, жалеть смысла я не вижу никакого. Это ошибка, очевидная ошибка. Но сейчас чуть-чуть тоже... Ну, давайте так. Откровенно я бы не советовал ребятам идти в вузы. Почему? После школы. Потому что все можно найти и самому выучить. И это будет намного более эффективно, быстро и дешевле, чем любой вуз. Единственное, куда можно идти, если у тебя есть, например, деньги, идти в какие-то крутые вузы, в которые попадают ребята, у родителей которых тоже есть деньги. Либо супер какие-то целеустремленные ребята, которые видят в этом пользу. Соответственно, ты попадаешь в это сообщество. Вот за это сообщество можно заплатить. Понимаешь? То есть там и будут за опыт, как раз который ребята, можно у них это взять, почему ходят в Гарвард, почему в Оксфорде там всегда забито условно, да, любой набор. Слушай, Потому ну что вот люди я готовы смотрела заплатить. про вот подкаст там с одним из крутых айтишников России, там парень из Ижевска, который там с какими-то еще ребятами, которые тоже с Ижевска, там кто-то с Нижнего Новгорода, они просто объединились, и на какой-то крутой олимпиаде они просто урыли, опять-таки, вот тех крутых, которые... Да. Ну, это Конечно. же тоже реально. Почему Я мы об этом говорим, говорю. что круто вот университеты, те, которые там за пределами, в Америке и так далее, мы же видим результат, что вполне возможно, что человек себя может реализовать даже вот в московском универе, где ты учился, получить супер... Даже в московском универе. Ну, то есть я говорю о том, что если в сравнении... Давайте так, даже в АГУ. Да, ну да, я ошиблась, даже я бы не говорила, но по крайней МГТУ имени мере... Баумана, когда я туда поступал, это был первый технический вуз на территории России точно. В мире он то ли на 4-м, то ли на 5-м месте был. Все-таки Ну это вот ты все-таки не какой-то фундамент советуешь, тебе же но дало это. всё. все-таки, да. Учёба. Я Ну, бездельничал нет круглыми смысла. днями, я ничего там не учил. Ну, я учил чисто, чтобы сдать сессии. Что я сдал за первые 1,5 года? У меня там была начертательная геометрия, у меня там была аналитическая геометрия, у меня там были 3 языка программирования, супер древних, потому что МГТУ имени Баумана строилась по такому принципу, что советская власть. То есть надо снизу Надо прям всё самые знать. базовые вещи, это любой должен знать. И в тебя прям втюхивали огромное количество информации, которая нафиг тебе не сдалась. Потому что уже на тот момент языки программирования, которые тогда преподавали, они были не актуальны. Никто на них не программировал. Но есть такое понимание, что типа степ-бай-степ, да, ты должен пройти от примитивного к более продвинутому. Сейчас в этом надобности никакой нету. Есть Вот в супер чём легкие вообще языки основная программирования, такие как Go Language. Есть там вот тот же самый Python, он в принципе древний, но очень актуальный в данный момент. Как его еще? Ну, неважно, короче. Они есть фреймворки, то есть вот эти инструменты, в которых ты собираешь этот код. Они есть, они в свободном доступе, абсолютно А ты в учился свободном как доступе. Вот ты сам Я никак- учился или как ты дальше? Я никак не учился. То есть если брать именно академическое образование, у меня оно отсутствует целиком и полностью. У меня есть только практичное, скажем так, опыт практического использования каких-то там вещей. В общем, навыки То есть только. ты сам всему научился? Или да. какие-то, может быть, курсы проходил? Никогда никаких курсов не проходил, ни по какой специальности. Единственное, все я потреблял если можно там назвать курсом, YouTube можно назвать курсом, Google можно назвать курсом. Я думаю, да, потому что там есть вся необходимая информация. То есть специализированно не обязательно куда-то поступать и учиться, можно самому Абсолютно сегодня нет. всё Даже В общем, есть минус. обучиться профессии. Даже есть минус у академического образования, связан он с тем, что ты приходишь в крупный вуз, да, какой-нибудь, скажем, там, ГИМО, МГУ и так далее. Там преподают в основном динозавры. Преподают по программам, которые писали динозавры. И за 5 лет, которые ты там учишься, сфера, которую ты учишь, она изменяется. Становится юрским периодом. Да, и ты выходишь, если ты все это время сам не нагонял себя, дополнительно не интересовался данным предметом, то ты в такой стадии, когда ты вышел и такой, надо теперь учить то, в чем я буду работать
Ну, такая фигня происходит. И ты идешь, значит, опять с самого низшего звена, проходишь все вот эти карьерные таких лестницы. умных, как ты, там много интересно. Те, которые поняли, Каких что умных, это как не я? то. Я все запорол, я же Ну, рассказал. так ты же говоришь, что ты сделал лучше, как вообще ситуация располагала. Я не говорю, что Ты это понял, лучше. что это в Я юрский период ты придешь Я и говорю, будешь идти по нему 5 лет, и тебе оно не надо было вообще. плюс да. Ты пришел, еле-еле поступил, родителей в кредит вогнал, машину они свою Паджеро продали благополучно, и квартиру в Гагре тоже. Ты за эти деньги поехал в Москву, поступил в вуз, через год ты понял, что это вообще не твоя специальность. Родители не придут к ректору и не скажут: верните нам деньги, потому что мы, оказывается, ошиблись. Там такого нет. Возврат средств не предусмотрен. Поэтому тот факт, Слушай, что ты это потратил серьезно? деньги, а теперь надо бедного ребенка пороть же, получается. Ну, я тут жизнь свою поставил на кон. Алло, ты меня содержать должен был. Нет, конечно, у меня замечательные родители. Сейчас Слушай, просто ну, совесть намного... тебя... Ну, хотя ты, может быть, оправдал их надежды уже потом, ну, не обязательно в той форме, в которой предусматривалось, правильно? Но сейчас-то... Это очень было болезненно. Я думаю, это любые родители, в принципе, испытывают на той или иной стадии, когда твой ребенок делает что-то неправильно. Хорошо, а ты не можешь вмешаться. И ты не должен, по большому счету, но это же больно. То есть, ты можешь сказать, сколько денег тебе нужно было на то, чтобы поступить в этот университет? Я на бюджет поступал. Я поступил на бюджет. Значит, угу. Ребенка надо, как мне кажется, заряжать идеями. То есть показывать, что возможно и то, и то, и то. Это сложно все, безумно, потому что, с одной стороны, открывать для него двери интернета грозит ему огромными психологическими травмами. У тебя такое было? А? У тебя такое было? Нет, мы же выросли вместе с интернетом, вот так, под руку. Послушай, Конечно, были. У всех были травмы, связанные с интернетом. Просто у нашего поколения, мы так как были уже более-менее сформированы. Когда мы получили доступ к интернету в Абхазии. Мы уже были в каком-то там, сколько нам было? Там 12 лет, наверное. Каком 12 мне было в 11 классе, а до этого мне было 16 лет. Ну да, ты, короче. может быть, имел какие-то другие возможности, может, ты в Россию уезжал, но тут в Абхазии интернет у нас стал появляться, кафешки тогда. Кафешки, помните? да. Ну, конечно, мы ходили с дискетами в кафешки скачивать эти wallpaper, эти фоны рабочего стола. Омар, вот говоря об учебе, ты все-таки нашел себя? Вот да, там с универом не получилось, но потом ты можешь сказать, что ты себя нашел? Я не думаю, что нашел себя, это какая-то окончательная должна быть формулировка. Я ее не представляю для себя, на себя не примеряю. То есть мне нравится, в принципе, целиком и полностью все. Поэтому я всем по чуть-чуть и занимался. У этого есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, интересно, возможно, и это полезно предпринимательски, наверное, да, в какой-то степени, потому что если ты там предприниматель или менеджеришь какие-то команды, то ты можешь говорить там с ними на одном языке. Ты понимаешь примерно, что они делают и так далее. Но с другой стороны, ты так карьеру и стабильность не выстроишь. Поэтому одно другое надо выбирать. Если там в идеале рассматривать, конечно, молодежь, если в идеале рассматривать, берете одну профессию, вам достаточно, если тебе там 16 лет, да, вот ты приходишь, заходишь на Google, ищешь, как выучить ту или иную профессию. Просто берешь, год на это уделяешь времени, создаешь свои первые кейсы, берешь свои первые фриланс-проекты, маленькие, уродливые, отвратительные, неважно. Год на это выделяешь, через год ты уже поймешь, что эта профессия из себя представляет. Пойдешь дальше. Если нет, то пробуешь вторую, третью, четвертую, но одну профессию хотя бы развить, направлении, да, каком-то, то потом в этом направлении ты уже сможешь роловировать. То есть как это с языками, например, программирования. Они же все объективно, они разные. И под разные функции заточены. Некоторые заточены под веб-программирование, некоторые заточены на программирование там каких-то более сложных инструментов, да, серверных. Некоторые заточены под machine learning, когда ты там машинное обучение какое-то создаешь, да, алгоритмы. Некоторые
создают искусственный интеллект. То есть они все разные. И никто тебя не останавливает в данный момент выключить этот подкаст и перейти в Google и начать учить что-то. Поэтому я всем настойчиво рекомендую просто учить, уделять учебе максимальное количество времени. Чем больше людей в этой стране будет уделять больше времени учебе, причем независимо от того, сколько тебе лет, просто учебе, тем лучше будет в этой стране завтра. И, соответственно... Мы знаем, что ты еще и пробовался как актер в короткометражке, и тебе нравится. Ну, мне нравится, это как хобби. И сейчас, наблюдая за тобой, как ты то в одну камеру, то в другую, очень свободно и хорошо ты играешь сегодня на камеру, скажи, имеешь планы? Да, планы имею, конечно. В киноиндустрии. Да. Расскажи нам о них, если это небольшой секрет. Ну, это не небольшой секрет, это просто очень примитивные планы. Попасть на какую-нибудь крупную площадку, какого-нибудь крупного проекта. Вот и все. Мне интересно просто, как это внутри устроено, как это происходит. Как сделать, понимаю. Важен, как вот комедия или драма, там, вот в чем ты Нет, себя крупного видишь? продакшена какого-нибудь. Просто крупный продакшн. То есть как внутри, во время съемок все это устроено. То есть я походил по... Как ты говорила, по маленьким проектам. Это чисто ему интересно, вот эта схема, как устроена. А Все, вот да? именно в кадре Это такой... актером, например, Я не если тебе особо... предложат главную роль, ты откажешься? Нет, конечно. Я вообще ни от чего не отказываюсь. Ну, как бы... Я, наоборот, подписываюсь подо все. Поэтому спрашивают, что я откажусь. Нет, наверное, не откажусь. Ну, зависит от проекта, само собой. То есть в каком-то кринже я, конечно, не поучаствовал. Я приходил на такие проекты, то есть вот в Москве, например, я попадал на такие проекты, когда я уходил с них просто потому, что понимал, что они какую-то дичь будут творить. Это будет какое-то безвкусие, какая-то отвратительная фигня. Я люблю трэш. Мне нравится трэш. Мне нравится черный юмор. Мне нравится глупость. Мне нравится вот это вот все, над чем можно поржать. Да, вот таких выражений. Именно в таком выражении. Да. Я сейчас пытаюсь тебя к какой-то категории людей отнести. Вот есть такие, а вот твоя категория мне вообще непонятно. Что за категория? Клиника. У меня такое ощущение, что он себя еще ищет, и, возможно, в следующий раз мы его пригласим в качестве либо режиссера, снявшего фильм, или наш подкаст, либо актера, сыгравшего главную роль в нашумевшем. Главную роль. Я очень... Я бы рад, конечно, если бы такое произошло, но сложно предсказывать. Ну, это всегда так наблюдается. В принципе, если... Мне кажется, это на самом деле намного более распространенное явление. Просто мало людей говорит откровенно и открыто. Ну, мое такое мнение. Вероятно. То есть, знаешь, все хотят как-то показаться. Как-то себя сфокусировать. Это правильно. Это прагматично. Нам очень интересно вообще понять, какие айтишники, как они отличаются от обычных людей, от филологов, от журналистов, не знаю, что-то в них особенное. Как они вообще мыслят? Мужчины и женщины вообще, в принципе, по-разному мыслят. Но айтишники, мне кажется, они какие-то совсем другие. Каста. Вы каста? Каста. Да, каста. Группа такая рэперская есть, каста. Знаем. Блин, думал вспомнить текст какой-нибудь, но сейчас не вспомню. Я пишу, вокруг шум. Да. Но нет, я не думаю, что это каста. Я думаю, это как это называется? Профдеформация, которая присутствует в любой профессии. То есть, если ты говоришь с медиком, у него профдеформация, и ты ее заметишь. Если ты говоришь там со строителем, у него своя профдеформация, и он не будет смотреть на здание и молчать, когда ты рядом стоишь, да? Он будет что-то говорить, и ты такой, господи. У них, само собой, тоже есть профдеформация. Они по-другому чуть-чуть смотрят на вещи, потому что они сфокусированы именно на логике вещей, потому что они работают с логикой. И у них соответствующая профдеформация. Логику применять можно в любой момент, в любом месте. Поэтому, возможно, это более ярко выражено, когда ты общаешься с ними. То есть сразу замечаешь вот это их... Вот, чуть-чуть они где-то внутри что-то
Но это тоже, это Как будто процессор стереотипы. У вас зарабатывает. вообще Ну, свой вообще язык, стереотипы. если честно. Вот Нет, я сленг- смотрела сейчас подкасты, сленг. вот готовясь к передаче, и ты знаешь, вот первые 15 минут я смотрю и останавливаю каждые там 2-3 минуты и проверяла слова в Гугле. Но когда уже я устала проверять слова в Гугле, я просто смотрела и логически стала понимать. То есть надо немножко вникнуть в Ну, конечно. вашу сферу, чтобы уже вас начать понимать. Нас. Да. Вас. Да, вас. Да, ну, скажем, я тоже к ним отношусь. А сленг присутствует, опять же, в любой сфере деятельности. Вспомним тех же медиков. Если я к нему механиков, отношусь, к кому он строителей. относится, Сида, он к тем не относится, к этим не относится. Он везде по чуть-чуть, я как понимаю. Я же говорю, я не профессионал ни в чем. Я не могу дать совет ни по какому поводу. Все, что ты А- выше говорила, для нас это важно, между Я просто прочим. делюсь мнением. Да. Мне зачем я сюда пришел, чтобы просто высказать свое мнение, которое, возможно, будет расцениваться как что-то дикое, не совсем привычное, но, возможно, кто-то там сидит, да, какой-нибудь маленький ребенок, Да. там смотрит этот подкаст, молодой человек, скажем так, не маленький ребенок, молодой человек, Да. смотрит и думает, блин, ну, значит, такие вещи можно делать. То есть мои там мысли, что, возможно, я пойду вот так сделаю, то возможно, все возможно. Главное идти и делать. То есть это касается, кстати, и всех проблем в этой стране, потому что дальше разговоров, ну, очень редко что идет. А такие кейсы, как, опять же, у святого человека Дамея Джонова доказывают, что именно делом можно что-то исправить. Потому что мы могли сидеть долго, рассуждать, прикольно было бы школу открыть, наверное, Когда все бы Бей взял и изменилось. сделал. Да, и кушали бы лаваш и забывали сразу об этом, потом думали, наверное, надо мойку Умар, а открыть. ты не хочешь вот так что-то Она взять меня и останавливает. сделать? Да. Ты можешь с твоим опытом, как бы ты ни говорил, что ты там никуда не относишься, все-таки у тебя есть опыт, у тебя есть знания. А вот когда Мей взять и одно хорошее дело сделать у нас в стране. Ну, я, наверное, я думаю, любой может. У меня в планах что-то крупное здесь строить нету. Я не думаю, что здесь есть... Ну, во-первых, здесь, давайте так, здесь нет рынка ни для какого крупного проекта. Будь здоров. Простите. Это запиши. Здесь нет рынка ни для какого крупного проекта. То есть, даже если думать о каких-то сервисах, почему у нас нету аналога Яндекс Еды, да, доставка там. Вот мы потом поговорим Почему у нас- об этом. А? Ну, Пусть сейчас говорит. да, Ты хотела потом поговорить? то есть я хотела эту тему затронуть потом. То есть это то, что может быть реализовано здесь, у нас именно свой продукт. Не может. Но это потом. Ну почему у нас вот программы Почему? есть для Можешь за такси, маленький как они рынок называются? что-то разработать. Приложения, например, элементарные, которые нас есть упрощают приложение. жизнь. Да, У нас есть приложение о такси. Да, у нас есть приложение о такси, по-моему, у нас Что-то доставка еще. еды тоже какая-то есть, да? Я не Да, знаю, работает есть. она до сих пор или нет. Есть, разрабатывал парень армянин, она работала какой-то период, правда, сейчас Ну не вот это я знаю. помню, Да. но потом, по-моему, закрыли. они. Но все-таки можно что-то Кое-какие сайты тоже работали. Тут сложно... Тут сложно или тебе не интересно, потому что рынок маленький? Во-первых, маленький рынок. Во-вторых, огромное количество времени, сил и денег нужно для качественного воплощения той или иной идеи. А так как рынок маленький, твоя бизнес-модель не сможет существовать долго и эффективно, чтобы этот продукт потом впоследствии развивать. Когда у тебя маленький рынок, на котором, по большому счету, бедное население. И теперь представь, ты запускаешь когда какой-то продукт, вот почему работают эти Яндексы, Уберы, вот это вот все. Они работают, потому что они работают только на масштабах. То есть все эти стартапы, когда они запускались, они первые годы работали в минус. Да. Они вкладывали свои Они деньги. вкладывали, причем там миллионы. вкладывали, практически не получали никаких денег в обмен. Netflix начал приносить прибыль чуть ли там не на 5-й, на 6-й год, по-моему, своего существования, когда весь мир о нем знал уже. То есть, когда мир знал, он еще был в состоянии стартапа, когда они работали в минус. В него вкладывали сотни миллионов, миллиарды долларов денег для того, чтобы он проводил мировую экспансию.
Если разрабатывать какой-то такой продукт, то для этого нужны кто? Правильно, специалисты. Где их взять? Нигде. Либо привлекать, опять же, как мы вначале разговаривали, из России каким-то образом переманивать сюда. И, возможно, здесь местные предприниматели начнут какие-то вот структуры создавать, да, то есть, да, локальные, возможно, какие-то структуры создавать с использованием вот рабочей силы извне. Это возможно, это нужно проверять и делать, обязательно надо привлекать этих специалистов. Они будут, опять же, в тусовках участвовать внутренних. Ты имеешь в виду, что эти специалисты будут обучать местных, и местные они будут тоже обмениваться будут опытом. Конечно, они будут показывать своим примером, что возможно такие вещи делать. Они будут, то есть, ну, это на самом... Плюс они привозят сюда деньги, извините меня, это очень важно. К тебе приезжает человек, который в долларах получает деньги. Вот сейчас вот на Upwork, например, выполняет заказы, в долларах получает деньги. Он приезжает в твою страну. Человек, который может платить. Твой бизнес, твоя страна начинает выигрывать из-за того, что, ну, это как туризм, да, то есть приезжает, тратит деньги в твоей стране, он тратит деньги внутри твоей страны, твои бизнесы начинают получать его деньги. А теперь, если это не один специалист, а 10, а теперь, если их не 10, а 1000, понимаешь, это совершенно другой, то есть таких именно туристов у нас особо нету, потому что у нас туризм не на том уровне. Мы ориентированы на низший уровень, как бы, слабо платящих туристов с этим туризм разберется. Но в этом году, я думаю, к нам приедут. С учетом обстоятельств. Ну, это каждый год мы говорим, в силу того, что закрывается там железным занавесом все, но всегда есть аналоги, всегда есть аналоги. И никто не говорил, что Азия закрывается. Азия вот бум будет точно. Да, но очевидно, что к нам в прошлом году к нам приезжал турист с другим чеком, как у нас принято говорить. У нас больше будет, да. И в этом году их будет намного больше. Да, согласен. Но и уровень, между прочим, все-таки растет. Мы давайте не будем совсем сейчас опускать наш уровень туризма. И есть люди, которые хорошо это понимают, потому что они хорошо на этом зарабатывают. Да, но другое дело, что тут есть Дамиджону, на которого вообще будут смотреть все те, которые понимают, что IT что-то значит в будущем, и что он будет работать над тем, чтобы привлекать айтишников в качестве туристов. То есть, как ну и что? Мы обсуждали. Ну, я имею в виду, этого недостаточно. Понимаешь? Это он вообще создаст условия. Он не сможет этого делать. Он один этого делать не сможет. Если мы хотим что-то реально изменять, то это нужно делать на более больших масштабах. Потому что мы, если будем сидеть такие, как обычно мы это делаем, ну вон там чувачок есть, что-то он делает, нормально, все, давай, не мешаем. Ну, смотри, работай. Если говорить это неправильный подход. В других абсолютно. странах, которые привлекательны в этом плане, там, получается, вот за это дело берутся именно на уровне правительства, в масштабах больших. Конечно. Что тебе известно? Да, само собой, у них есть сервисы, которые располагают к тому, что ты туда приехал. Да не то чтобы там, кто на Бали? Хорошо, все же знают про Бали, да? Все знают про курорт, который называется Бали. Правильно? Подождите, это ты сейчас говоришь про туристов или про... Про туристов-айтишников, которые приезжают работать, кто на Бали как живет? и... Да. Там в основном русскоговорящее население, их очень много. Да. И они все сплошь и рядом, айтишники. Да. Чего они не сидят в Москве, когда солнце 3 дня в году? Наверное, потому что там лучше на Бали. Вот у нас есть какой-то такой ресурс, который называется просто климат. Да? Вот просто тупо из-за климата у нас лучше, чем в Сибири. Да? Если мы все остальное сделали бы, то они бы сюда приезжали с удовольствием, и здесь жили и работали на удаленке. Но это долгий процесс. Я просто не хочу про это говорить, потому что для меня это демагогия. Это вот чистой воды. Если, когда, что. Сейчас что надо? Максимально извлекать из ситуации пользу. То есть ситуация такова, что из России бегут массово, бегут как бы профессионалы. Им нужно предоставить какие-то банковские условия, чтобы они могли выводить деньги. Да, не факт, что это получится по геополитическим причинам. И второе, что нужно им предоставлять условия просто, где они могут работать. Коворкинги, какие-то центры, где интернет есть, и тепло, и как бы но этот коворкинг-центр еще надо организовать и поставить генераторы обязательно. И это все, естественно,
в материальном плане нужны большие деньги. В общем, мы поняли. Да, и Это здесь же возникает вопрос, который возникает при любом умном подходе. Оправдается ли, да? Нет, оно точно оправдается. Просто любое наше правительство, оно не может мыслить в масштабах свыше 2 недель. То есть любое наше правительство, оно мыслит в масштабе 2 недель. Что будет через год? Ты понимаешь, что это серьезно очень заявление, серьезное заявление. Да, я понимаю, то что есть это серьезное заявление. Кто-то скажет, что этот молодой человек нас оскорбляет. Какие у тебя на это основания? Я никого не оскорбляю. Ну, как ты говоришь о том, что правительство, то есть это там определенная масса людей, которые занимаются важными государственными делами, я никого не защищаю. Давай объективно. Объективно давайте говорить о вещах. Ты говоришь, что далее 2 недель они не думают. Нет, смотри, я говорю о том. О планировании? Да, планирование на годы вперед. У нас есть планированные на годы вперед? У нас есть программа, которая была разработана диаспорой нашей, с помощью диаспоры нашей московской. И вторая программа, которая была разработана Центром стратегических исследований. 25 шагов развития, но они были не реализованы, потому что не были написаны программы по отраслям. Но это не значит, знаешь, давай всегда сделаем так. Это он высказывается, и пусть это его мнение, пусть это будет. Давай мы не будем. Я просто говорю то, я с удовольствием. Для того, чтобы я не хочу это вырезать, и я тебя за это Правильно, я вообще ничего не хотел бы, чтобы вырезано было из этого. Программы, что ты назвала, они же не были воплощены. Я видел это 25 шагов. И они, по-моему, сколько им? 3 года, наверное, да? Давняя история. Ой, подождите, я должна сейчас исправиться. Программа, которая была разработана ЦСИ, она называлась «Программа социально-экономического развития до 2025 года». Программа, которая была разработана нашей диаспорой, она называлась «25 шагов развития». Да. Это я уточняла, потому что я ошиблась. Так, что ты хотел сказать? Ты видел эту программу? Я помню, что я ее смотрел, да. Это было давно. Но это неплохая программа. Обе причем, можно сказать. На бумаге, видимо, да. Я же не говорю. Любое планирование, любая стратегия, которую выстраивают на годы вперед, это все равно позитивный шаг, потому что ты потом идешь, декомпозируешь ее. Был, а ты говоришь 2 недели. А кто-то придерживался какой-то из этих стратегий. Где-то они воплощены были в каком-то виде хотя бы. Умар, давайте дойдем от этой темы. Мне интересно твое мнение. Системно мыслящий, логически размышляющий, там программист, айтишник, человек вообще в этой сфере, он, если будет управлять государством, ты вообще представляешь президента республики именно из этой сферы? Я никогда не представляю себе президента республики. Но я не о тебе говорю. Нет, я знаю, что ты не обо мне. Да. Я вообще говорю, я никогда не представляю себе такого президента. Какой он должен быть? Нет. Давай мы сфокусируем внимание на задачах, которые мы сейчас обсуждали. Что нам нужно вот это, чтобы развитие или иное направление, да? Реальные? То, что мы выше обсуждали. Реально, я еще раз повторю. Если бы был такой менеджер, грубо говоря, то он бы справился. Это нереальное. Это как надеяться на то, что Мессия появится, придет, скажет: ребята, завтра мы заживем на 2-й день, почувствуете. Вот это нереально. Реально в данный момент есть куча вариантов, о которых я не знаю, и, возможно, большинство не знает. Но есть куча вариантов, которые могут выстрелить. Наверняка. Просто, я о них вообще не знаю. Я знаю, что точно даст выхлоп. Но на долгой дистанции. Это образование. Поэтому, если бы мы сфокусировались полностью на образовании в начале 2000-х, например, и прям пушили именно эту область, образование плюс туризм. Нам туризмом никто не запрещает, это очень легкая сфера для развития. Согласна, если бы мы сфокусировались на 2 этих вещах, я думаю, мы бы в другой стране сейчас чуть-чуть жили. Асида, давай перейдем к предмету. Мне очень интересно, что этот интересный человек сегодня принес к нам в студию. У нас рубрика «Предмет, который с историей, который что-то значит в твоей жизни». В моей жизни нет предметов, которые я бы очень сильно ценил.
поэтому я не подготовился к этому. Единственный предмет, который я на себе нашел, это кольцо, которое я купил в Марракеше. С ним связано. С ним связан просто сам факт того, что это было мое первое путешествие за пределы, ну, как у нас обычно бывает, мы в 2 странах, да, постоянно находимся. Это было первое путешествие, которое очень впечатлило меня, потому что я впервые ощутил, какой я маленький. Это как примерно как в горы, когда поднимаешься, ты находишься в горах, да, и у тебя вот это вот твое эго сразу приземляется, вдавливается в землю, и ты такой, понимаешь, какое-то ничто. И ты сидишь там на горе, ощущаешь, насколько ты маленький и ничего из себя не представляющий. Мне кажется, это очень важно вообще, ну, это оздоравливает твое отношение и к другим людям, и к себе. То есть ты понимаешь, что твое эго, оно ж может очень против тебя работать. То есть, когда ты не видишь ничего, кроме своих каких-то интересов, своих каких-то взглядов, а это путешествия, они вообще классно, супер классно влияют на здоровое мышление. Вот, мне кажется, вот людей, которые много путешествуют, с ним даже разговор, да, они по-другому другие, как-то. да. Они другие, да, они, во-первых, более Они открытые. воспринимают мир иначе. Вообще, я вот рассуждала на эту тему недавно, и я понимаю, что, то есть, с одной подругой мы говорили о некоторых вещах, ну, конечно, у меня своя позиция по отношению к каким-то темам, у нее своя. И я поняла, что если бы я была на ее месте, если бы у меня была возможность еще, ну, как бы, что еще больше? Я, в принципе, мало путешествовала, почти не путешествовала. Я тоже. И вот эти страны, эти люди, эти совершенно новые миры, они бы в них раскрыли, а в нас раскрыли бы вообще что-то, то, что мы, наверное, не знаем, что у нас есть. И мы бы мыслили по-другому. Да, я вообще за интернационал полностью в Абхазии. Ну, с интернационалом у нас никаких проблем нет? Нет? У нас разве... Ну, это же не только в интернете дело. Интернет, понятное дело, он открывает границы для всех, для общения между друг другом. Я физически имею в виду. Физически у нас сейчас проблемы некоторые есть, правильно, с путешествиями. Ну, у нас без сегодняшних проблем тоже была проблема путешествий. Например, я не могла путешествовать, потому что я не гражданка Российской Федерации. Паспорта нет, У меня нет паспорта. И я могла максимум выехать в Россию. Ну да, это проблема. В силу, объективных причин. Да, и так, я думаю, и плюс много таких. Сознание вообще человека. У нас люди едут на моря, на юг. Мы воспринимаем, наверное, так, что у нас, в принципе, все тут есть, и мы зациклились на работе, там, на чем-то стандартном. Ну, это, кстати, интересная мысль. Я сейчас вспоминаю, что я никогда один не ездил, я ездил компаниями, и то, как они каждый раз реагировали, у меня всегда была реакция меньше. Чуть-чуть, но меньше. Они типа, вау, какие горы. Я такой, где-то я это видел. Какое море? Я такой, где-то я это видел. И каждый раз у нас на самом деле уникально то, что в таком маленьком месте сосредоточены все биомы. Просто у нас и горы, и снег, и жара, и реки, и озера, и все что угодно. То есть, в одном маленьком месте. Уникальный ресурс. Не хочу слово потенциал, потому что слово потенциал тоже все просто уже, я не знаю, уничтожили с этим потенциалом. Потенциал, если его воплощают. Если его не воплощают, это не потенциал, это не ресурс. Ну, это просто... В прошлый раз ты сказал наоборот. Ну, возможно, я всегда говорю наоборот. Надо будет нам еще один подкаст записать, там буду я с усами и лысый. Иногда он себе противоречит. Конечно. Ну, вообще противоречить себе это нормально? Нет, это вообще нормальная вещь, что ты можешь менять мнение. Я сейчас просто выразился не так, как я выразился до этого, но мысль вы мою поняли. Она примерно там же осталась. Умар, если бы вот сейчас у тебя была возможность реализовать какой-то проект в Абхазии, вот тебе дали возможность, что бы ты реализовал здесь? Какую возможность дали? Прям карт-бланш. Давай скажем материальную. Вот что тебе необходимо для того, чтобы реализовать какой-то проект? Представим, что все у тебя есть. Что бы ты здесь реализовал? Если у меня все есть, да. Я бы организовал школу. Это первое, что. Общеобразовательную, бесплатную, абсолютно для всех, с филиалами
и с максимумом плюшек, типа доставка, ну, типа вот как это делают, например, в Америке, там в слабо заселенных районах, да, ездят там автобусы, например, банально, да, то есть чтобы детей забирали, отвозили в школу. Привлек бы специалистов извне, которые преподавали бы, опять же, практики. Попробовал имплементировать одну из методологий преподавания, там, в зависимости от применимости. Это, опять же, надо над этим думать долгое время, да. Сейчас я просто накидываю, что мне в голову пришло. Да, вот человек сейчас работает, считай, вот он занимается все-таки реализацией проекта. Кто? И дальше? И что? Да, и плюс коворкинги и, опять же, для привлечения специалистов. Коворкинги, есть еще такая, знаете, красивая история про то, как в долине, например, да, в долину привлекают стартапы, им дают деньги, во-первых. Вот, допустим, у меня ресурс же бесконечный, да, сейчас будем ресурс, фантазировать. Мы говорим, у нас здесь есть стартап-зона, то есть мы здесь стартап-френдли, приезжайте все к нам. У нас есть деньги, мы даем деньги беспроцентно, и приезжайте сюда, у нас там великолепные условия, вот вам виллы, в которые вы командой приезжаете, можете с семьями. Эти виллы специально оборудованы под разработку стартапов, как это, например, там, в Америке происходит. Они все виллы эти переоборудуют под работу. То есть там у них есть зона для отдыха, зона для работы и так далее, open space внутри. Мы все смотрели долину Дудя, поэтому все в курсе. Да, поэтому вот такую тему... Это мечта твоя? Нет. Можно так сказать? Нет. Это проект, скорее всего, вот то, что было. Это ответ только на вопрос. Это не моя мечта, потому что я давно перестал мечтать какими-то супер нереализуемыми вещами. Значит, ты планируешь, получается, только? А? Ты только планируешь? Нет, я просто отвечал на вопрос, что Нет, бы ты я имею в сделал. виду, что если ты перестал мечтать, то ты, знаешь, получается, Не, планируешь. я мечтаю, но в другую сторону. Я хотела вот о чем тебя, Умар, спросить, о твоих, как тебе сказать, о том, где ты вообще работал, будучи еще в Абхазии, пока ты не уехал в Москву на постоянную работу. Я там посмотрела перечень учреждений, где ты проработал. Это World Vision, правильно? Черноморэнерго мы это обсуждали. Да. И что-то еще. Расскажи коротко о своем опыте и чем ты занимался. Первая работа была у отца в Беке. Занимались продажей, сейчас это называется sales manager, менеджер по продажам рекламы внешней. Так вот, коробы, которые по Сухуму везде стоят на остановках. Вот эти коробы, рекламные места мы продавали. Это первая работа была. Сейчас просто хронологию следующих я не помню. Потом была дизайн-студия, которую вот с другом мы моим делали, Инала Тумава. Совместно создали, мы занимались графическим дизайном, занимались моушн-дизайном, делали ролики, логотипы там и так далее. Потом, мне каждый раз приходится смотреть в резюме, чтобы вспоминать. Потом, ладно. Что-то было, может быть, самое яркое. World Vision очень приятная работа была. Я тогда загорелся вообще преподавательским. Дамир, кстати, тоже. Потому что он сначала работал в World Vision, потом порекомендовал меня. И я тоже пришел. Мы оба преподавали веб-программирование. Вот, он здесь спокойно сидел в Сухуме, преподавал, а мне приходилось ездить в Гали. И я в Гали преподавал детям. Детишки вообще классные, но плохо разговаривали по-русски. Вот, но классные дети. Дети вообще, в принципе, везде классные. Это нет такого, что какая-то там нация, дети отличаются. Нет, все дети офигенные. Все дети офигенные. У каждого есть свои таланты, и у каждого можно развить эти таланты и вырастить что-то. Значит, тебе этот языковой барьер, грубо говоря, не помешал, скажем так? Не, языковой барьер не мешает абсолютно. Языковой барьер, он не мешает, даже если вы вообще на разных языках разговариваете, всегда можно найти какую-то коммуникацию устроить. Ну вот ты говоришь, что в детях надо развивать таланты. У тебя же есть 2 дочки. Да. У тебя получается вот уже сейчас, может быть, чему-то
ими любовь прививать? Или вот, например, ты пробуешь там по программированию им что-нибудь показывать? Или они совсем маленькие? Нет, по программированию ничего не пробовал. Сейчас, в принципе, так как школа занимает все равно время, да, то есть, ну, я, конечно, в школу, в принципе, не рассматриваю как какой-то источник знаний в нашем случае, вообще не рассматриваю. Хотя некоторые учителя, вот включая учительницу моей старшей, они трудятся, они на самом деле трудятся, им за это вообще никто не платит, но они трудятся, и это очень важно, что они трудятся. Это все равно часть их жизни, которую нельзя никак вычеркивать, потому что это связь с обществом, это умение разговаривать с людьми, это умение общаться с людьми, умение ругаться грамотно с людьми, умение налаживать контакт с людьми. Это очень важная часть, без этого никуда не уехать, и это как закрытая экономика, кстати говоря. Если ты просто закроешься от всего, ну и до свидания, ты никому не нужен. Вот. Ну, помимо школы, получается? Ну, сложно. Сложно, потому что, как сказать, много информационного шума, очень много информационного шума и просто банальной занятости родителей. То есть это и меня касается, и матери их. То есть это занятость, это информационный шум. Нельзя доверить ребенку просто купить ему компьютер, да, сказать, вот учи вот это. Потому что он зайдет не туда, и наверняка его интересовать будет совсем не то, что ему будет полезно. Поэтому... Кстати, интересно, у твоих детей есть гаджеты? У старшей есть телефон, но он чисто для того, чтобы она могла поддерживать с нами связь. Я там установил... великолепная есть программа, всем рекомендую. Она и на Apple, и на Google. Family Link, гугловская. Ты устанавливаешь прям разрешение на каждое действие на этом телефоне. То есть я ей открыл там камеру, галерею, чтобы она могла фоткать, снимать видео. В этом ничего плохого нет, развивается, пусть наоборот. Звонить может, и WhatsApp может пользоваться. Соцсети абсолютно никому не рекомендую. Максимально отдаляйте момент. Ну, я в любом случае буду делать так, сейчас опять как этот месье, и меня потом съедят за это тоже. Но я абсолютно буду отдалять момент внедрения в соцсети. Но максимально, насколько это возможно будет. В этом плане я тебя поддерживаю, потому что я тоже, мои дети просят. Но я пока не очень все просят. Я не разрешаю эти тиктоки, лайки. Ну, почему, на твой взгляд, они не нужны? Почему? Не нужны? Да. Ну, в смысле детям. Почему ты не рекомендуешь? Это жуткая подмена ценностей и понятий. Если ребенок зайдет сейчас, множеству девушек, которым далеко за 20 это сносит голову, и они начинают использовать этот инструмент совершенно без там какого-то мышления. Просто вот это работает. Сейчас не будем называть вещи какими-то именами, но просто вот это работает, я буду это делать так. Так это же работает. Я понимаю, что детская психика, она не справится со всем этим. То есть представьте себе, что там девочки тем более, то есть ей там 12 лет, она видит какие-то формы, которым она не соответствует. И в ней такой комплекс может развить в течение там лет нескольких. Да, в общем, нам повезло, что наше поколение, наше с тобой, у нас интернет вообще появился, доступ к соцсетям появился очень... Они просто создались вместе с нами, на самом деле. Асида, я думаю, нам надо переходить к блиц-опросу. Готов подкинуть монету, чтобы узнать, кто из нас будет задавать тебе вопрос? Да. Ты. Да. Слава богу. Впервые за всю историю подкаста Асиде выпал шанс. Да, я тебе серьезно? You ready? Условия? For sure. Ну, давай, что там условия? Блиц-опрос, он обычно предполагает, короткий ответ, в принципе, давай мы тебе дадим свободу, можешь говорить чуть больше, чем коротко. Давай. Ты уверен? Да.
Какую проблему в Абхазии ты бы решил в первую очередь, если у тебя были большие возможности? Образование. Айтишник в стране, где нет света. Это реально, вопреки всему? Реально. Но больно. Ну, я по своему опыту говорю. Я от розетки к розетке бегаю иногда. Очень тяжело. Тренды, которые придут в Абхазию совсем скоро. Надо Это Блиц? Да. Слишком сложный вопрос для Блица. Ну, ты же умный. Ты Нет, сможешь. вообще нет. Слушай, тренды, которые придут. Да. Я думаю, просто сервисы крупные. То есть там доставка еды, доставка всего, курьеры. Итак, идеальный айтишник, какой он? Без понятия. Айтишник это... Ну, это все равно, что спросить, идеальный человек, какой он. Угу. Не знаю. Высокие голубые глаза. Работать в Google или Microsoft? Что бы ты выбрал? А в чем разница? Вот это к тебе вопрос. В чем разница? Google. Почему Google? Ну, условия у них поприкольнее, кампус классный. Ну, говорят, он круче, чем Microsoft. Ну, Microsoft, по-моему, дороже стоит, как компания, насколько я помню. Хотя не факт. Ну, Google. Хорошо, если Google. выбирать, то Ты Google. хочешь его... Топ-3 профессий в IT, которые точно будут актуальны в ближайшие 10 лет. 10? Вообще без понятия. 5. Тоже. Ну, а дальше? Ну, Завтра. давай просто в ближайшие Просто годы. Да, хотя бы так. Любые профессии, связанные с разработкой искусственного интеллекта, любые профессии, связанные с разработкой, особенно вот с тем, что сейчас Facebook делает, мета, да, то есть они виртуальная реальность обязательно, это любые профессии, связанные с машин-лернингом, наверное, с машинным обучением тоже, это какие-то кодеры в первую очередь. В первую очередь это кодеры, которые будут системы строить. Мгм. Да, И последний вопрос, ответь честно. Хотя мы о нем говорили, ты бы снялся в фильме в главной роли. Да. Да. Все. Спасибо тебе. Это, в принципе, были все наши вопросы. Я хотел бы добавить одну вещь, если можно, Да, конечно. которая, на мой взгляд, важна. По поводу вопроса, как нам возвращать людей, которых мы отпускаем или организовываем им переезд там, на учебу, на работу в другие страны, да? Да, да. Я хотел бы поделиться своим мнением, что я считаю, что нельзя ни в коем случае этому препятствовать, надо это организовывать и помогать это делать, потому что каждый кадр имеет некоторую вероятность вернуться. Понятное дело, там лучше условия. Понятное дело, возможно, их уже не будет интересовать возврат на родину. Но у каждого кадра, который там закрепится, он создает тем самым вот этот якорек, да, по которому другие могут туда, опять же, переезжать и, опять же, повышать свою профпригодность, свой профессионализм, свой вес, возможно, деньги, там, материальная какая-то история. И если у нас будет образовываться вот эта вот разветвленная сеть в разных местах, в этом ничего плохого, только хорошее. Мы открываем себе пути для развития. Некоторые эти люди будут понимать, как устроены государства в других местах, как устроен бизнес в других местах, как устроена разработка, планирование в других местах с другими идеями в голове. И они будут применять эти идеи, они будут понимать, как применять их внутри страны. Кто-то из них вернется, обязательно вернется. И поэтому бояться, что они там уедут и препятствовать этому, на мой взгляд, это не хорошо, как минимум. Нерационально, да? Ну, у нас в стране Это нерационально. этому не препятствует, но есть... Я просто слышал такую позицию часто. Да, ну об этом говорят, да, Да. что вот жалко, что вот мы оплатили им учебу, они уехали, ну, в основном имеют в виду тех специалистов, которые учились на деньги государства.
Да, по-любому. И вот в отношении них, конечно, есть немножко такое, как сказать, обида, что ли, что вот они выучились на деньги государства, но не возвращаются на родину, не работают здесь. Ну, мы, кстати, я тебя перебила, извини, мы, кстати, наблюдаем, что в основном те, которые даже там остаются работать, набираясь опытом, они, да, правда, они как якорь, потому что они помогают своим согражданам, они находят время сюда приезжать, они находят варианты применения своих возможностей. Я так думаю. Но это как бы образовывается даже диаспора, понимаешь? То есть в чем сила диаспор? Как бы никто же не мешает в этом направлении развиваться и нам. Почему бы этого не делать? Я никаких как бы не вижу Потому что ты сильного препятствия к этому. сам говорил сегодня в подкасте, что у нас не хватает специалистов буквально во всех сферах. Да. Вот именно поэтому, наверное, эту тему вот остро поднимают у нас в обществе. Ну, мы и поговорили обо всем. Хочется и продолжать. Спасибо, что сегодня ты нам рассказал, что происходит, и поделился своим мнением, как ты видишь развитие некоторых событий. Спасибо тебе за это. Спасибо всем вам, в первую очередь, за интересные вопросы, за то, что, ну, как мне кажется, не закрывайтесь от, возможно, некоторых вещей, которые я там даже с некоторой точки зрения, наоборот, специально кидал, знаешь, как будто какую-то реакцию получить. Хотя все, что я говорил, на самом деле, говорил искренне абсолютно и без какого-либо негатива. Вот. Спасибо вам большое и команде большое спасибо, тем, кто за кадром. Я хотела бы обратиться к зрителям, да, Сида, потому что у нас сейчас такая ситуация, мы переходим на Facebook, наши видео будут выкладываться на Facebook тоже. Просим нас поддерживать. Да, подписываться. Наша страничка на Фейсбуке Апсны Хабар, ее найти очень просто. Следите за нашими видео. Мы обещаем вам интересные беседы. Всего доброго.